С утра в администрации собрались граждане пожилого возраста. Представители ведомств, предприятий, отделов были готовы ответить на любой вопрос обратившихся. Инициативных пенсионеров оказалось 26 человек. Выслушав каждого, комиссия постаралась вникнуть в проблему и решить ее, либо же взять на контроль. По заявлению можно было составить своеобразный рейтинг проблем. Больше всего пожилых людей волнует уплата налогов и отсутствие налоговых льгот. Не менее острым и часто задаваемым стал вопрос начислений за ОДН, платы за капитальный ремонт, поведение соседей, незаконно сдающих жилье. Кроме этого, пенсионеры просили оказать помощь в проведении водопровода в дом, в предоставлении жилья, зубопротезирования, приобретении путевки на санаторно-курортное лечение. Анатолий Иванович Горбунов оказался из числа людей, которых волнует будущее города, в частности, нравственное воспитание молодежи. Насчет парка. Верите, нет, я сибайчан из-за этого не уважаю. Почему? Стоит памятник. Дети, школьники, взрослые, особенно молодежь, выпивают там, прыгают все. И кроме меня хоть бы один сказал, а я подхожу и в 2 школах на эту тему ходил. Я говорю, неужели вы школьников не можете приучить? Это ведь память наша, так или нет? Да, и сколько людей сидят, хоть бы один подошел и сказал. Ну надо совесть нам иметь. Кроме того, пенсионеры внесли предложение о возрождении народных дружин. Несколько человек отметили, что предприятия, с которых они вышли на пенсию, не поздравляют их с Днем пожилых людей. Как пример, Горгаз и железнодорожная станция. Что ж, руководству этих организаций и всех оставшихся необходимо исправить такое положение вещей и поздравить своих пожилых работников. В таком возрасте внимание очень важно. Елена Афанасьева, Дамир Хайбуллин, Карпова, телекомпания СТВ.